Сегодня мы находимся на объекте Соборная мечеть в городе Симферополь. Хотелось бы провести такую вот небольшую экскурсию для тех, кто пока еще не успел побывать на Соборной мечети, так как она еще находится на этапе доделок, то есть она достраивается, и открытие намечается в этом году, то есть официальную дату будут озвучивать. С чего хотелось бы начать? Что сейчас вот мы находимся на парковочной зоне. Паркинг у нас на 150 мест, машиномест. Также есть места для автобусов, туристических автобусов. Вот. Можем потихонечку, наверное, пройти уже к контрольно-пропускному пункту. Вот. И по ходу я сейчас буду рассказывать еще, как проходил процесс проектирования. Проект мы начали делать в 2016 году. В 2016 году началась активная работа по стадии П, это стадия проект, для подготовки рабочей документации к экспертизе. Вот. Хотелось бы сказать, что вся работа по проекту изначально заняла, я буду говорить поэтапно, потому что это так многоэтапная была работа. Стадия П у нас занимала с 16 по 17 год. Вот. После этого, после данной стадии мы прошли московскую экспертизу и началось рабочее проектирование. Полностью рабочее проектирование. Я нашел команду, пригласил большое количество и конструкторов, и архитекторов. И с 17 по 19 год мы плотно работали с командой именно по рабочему проекту и по внутреннему дизайну. То есть это полностью вся работа делалась по этим разделам. А сколько всего архитекторов было? Самый пик, когда вот мы в проектной организации считали, было около 40, по-моему, человек. То есть это не только архитекторы и конструктора, это и инженера по ВК, ОВ и так далее. И плюс еще на субподряде работало достаточно большое количество людей. И после 2019 года уже генподрядчик пригласил меня непосредственно на саму стройплощадку, чтобы я вел строительный процесс с подрядчиками. Это курирование, это вычерчивание узлов деталей, это каждая мелочь, она еще дополнительно дочерчивалась, вычерчивалась. И хочу сказать о том, что вот сейчас 24 год, и все равно продолжается много где доделка именно по проекту, потому что что-то меняется, что-то заменяется, то есть постоянно такой происходит процесс. Мы сейчас находимся перед входом в контрольно-пропускной пункт. Он у нас появился уже, когда мы начали проходить экспертизу. Есть очень серьезные требования по антитеррору. Изначально у нас должна была быть полностью открытая площадь, и вот эта вся зона, она должна была быть абсолютно другой. Вот. После того, как приняли эти нормы, нам пришлось сделать контрольно-пропускной пункт, который мы не могли оставить как маленькой будкой или там каким-то турникетом. Решили обыграть его таким вот образом, что это у нас является такой портальной зоной как бы с этой части комплекса, куда мы попадаем уже, то есть именно непосредственно на саму площадь. Давайте пройдемте, по ходу буду объяснять. Он решен в таком смешанном стиле, такой неомавританский и кое-где классика. Вот. Это можно увидеть по большим порталам, это можно увидеть по окнам. Вот мы попадаем в контрольно-пропускной пункт. Здесь у нас полностью весь дизайн и отделка решена в арабском стиле. Вот. Здесь видны балки, здесь видны арочные элементы, здесь видны резные розетки. Вот. Видны вот эти вот большие кронштейны. Вообще хотелось бы сказать, что в данном комплексе мы использовали такие отделочные и
стилистические приемы, чтобы можно было показать полностью все восточные стили Крыма. Потому что этот стиль, он тоже присутствовал в крымской архитектуре. Это можно увидеть и по дворцам в Ялте, это можно увидеть по усадьбам. Вот. То есть я считаю, что сделав КПП вот в таком вот стиле, мы как бы скрыли вот эту вот начинку, это как которая... сельджукская, да, вот это вот? Да, что да. Ну тут такой симбиоз. Красиво. А там чисто арабские идут, арабские Слушай, мотивы. по ощущениям, как будто мы уже в мечети стоим, если честно. Еще люстры не докуплены, люстры будут меняться, не обращайте внимания, это пока временные. Дальше мы попадаем на площадь. То есть это такая накопительная площадь во всем комплексе. Композиционным центром данного комплекса является звезда, фонтан в виде звезды. Вот. И углы фонтана у нас четко расположены по всем сторонам данного комплекса. То есть если по оси провести линию, то мы видим главный вход в административный корпус. Четко по центру оси у нас сидит непосредственно сама мечеть. Центр оси, который ведет в аллею с фонтаном слез, который будет еще доделываться. Вот. То есть такой центр композиции. Можно назвать его центром композиции в данном комплексе. Так, давайте пойдемте, наверное, потихонечку пройдем именно в... А ты про этот скажешь сразу или мы потом? Давайте, да, наверное, так сделаем. Я сейчас расскажу... Ну, раз на площади уже. Да, про административный корпус. Административный корпус это здание Духовного управления мусульман Крыма. Здание трехэтажное, имеется цокольный этаж. Это можно назвать, что это некий офис, да, то есть офисное здание Духовного управления будет, где расположены и библиотеки, где расположены офисные помещения для сотрудников и работников, пресс-центры, студии для съемок различных роликов, там, для выпуска газет и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Также в подвальном помещении имеется столовая на 40 посадочных мест. В Смоляце в будущем она будет использоваться как место для готовки на ифтары, то есть как в Турции. Вот это для персонала столовая? Это и для персонала, и ее можно будет использовать для ифтаров на будущее. То есть столы накрываются на площади и проводится ифтар. Здание решено в эклектичном стиле, где учтены и крымско-татарские мотивы, где учтены и классические, потому что мы находимся все-таки в такой зоне, где перемешана и классическая архитектура, и восточная архитектура. И вот это все мы попытались увязать между собой. То есть из восточной архитектуры можно увидеть орнаментальную вот эту вот плитку. Это все плитка ручной работы, которая изготавливалась в Турции по индивидуальным чертежам. Это большие свесы, это кронштейны, то есть это все можно увидеть и в Бахчисарае, на южном берегу Крыма и так далее. Колонны, это все османские колонны. Можно увидеть элементы вот больших вот этих вот подпорок, кронштейнов. И в то же время рустовка, классические карнизики, классические фризы. И получился вот такой вот симбиоз. Одним из ярких представителей вот данного стиля есть два архитектора, как Мимар Кемалиддин и архитектор Ведат Тек. Вот. Это поздняя Османская империя, где они дошли до совершенства в плане вот симбиоза классического стиля и такого тюркского стиля, его можно назвать. То есть это типичный тюркский стиль, где можно увидеть вот плитку, карнизики и кронштейны.
Абдесхане у нас находится в подвальном. есть спуститься нужно. Здесь полностью все подвальное. Я просто привык, что подвальный в этаж. Турцию заходишь на площадь и сразу Абдесхане можно Оно Абдес тоже сразу. будет. Будет. Шадирван у нас еще не готов. Хотелось бы сказать, Вот же что... внутренний двор, что-то, да. Да, хотелось бы сказать, что спуски в подвал это еще тоже не законченный вид. Мраморные камни еще не приехали, то есть они должны приехать скоро, и отделка полностью и входов, она тоже будет соответствовать нашим фасадам. Вот у нас главный вход в соборную мечеть, то есть композиционно это как обычно, то есть и в арабских мечетях, и в османских мечетях, и в азиатских мечетях есть внутренняя часть, то есть внутренний двор. У турков это называется авлу, в Азии, по-моему, айван, по-моему, называется, вот эта вот внутренняя часть, потому что я когда общался с архитекторами из Татарстана, у них это даже так называется, вот. Внутренний двор мечети, он у нас может работать и для проведения намаза. То есть люди, которые, допустим, не поместились внутри мечети, они могут взять намазлык и сделать намаз непосредственно уже в самом дворике. Это у нас главный портал, который выполнялся мастерами из Турции по индивидуальным чертежам. По-турецки это называется тач-капы. Тач-капы. Вот, тач-капы. Полностью золочение, полностью ручная работа. То есть где-то использовалась ЧПУ, конечно, вот на каких-то элементах. Но в Турции я видел, как ребята полностью выпиливают, вытесывают вот это все вручную, то есть как по старинке и делалось. Двери. Вот эти двери называются кюндикар капы. В чем особенность данных дверей? Каждый элемент вот этих вот дверей, он собран как пазл, и он защемлен друг между другом. И при тепловых расширениях, понятное дело, что летом и зимой дерево работает по-разному. Чтобы дерево не порвало, делаются вот такие пазы. Вот эти вот все элементы, они в принципе чуть-чуть гуляют. Поэтому эти двери, они делаются на века. Это без гвоздей, да? Да, это без гвоздей. То есть вот эта вся штука, она сама, по сути, как самонесущая, она сама себя держит, она вся защемлена. Вот. Вот мы попали непосредственно уже на сам дворик. Вот можно увидеть наших мастеров-орнаменталистов из Турции. Из Турции? Да, из Турции. Вы как раз сейчас можете увидеть, как происходит роспись орнаментов по дворику. Это уже на завершающем этапе. Колонны, вот это и называется мукарнасы по мраморным колоннам. 24 купола. Вот эти как свисающие сталактиты, да? Да, свисающие сталактиты. 24 купола, которые вот сейчас расписываются. А, они все вот так и в цветочек, да? Нет, это только центральный будет. Все остальные будут совсем другие. Вот мы сейчас можем увидеть их. Здесь можно увидеть витражи гипсовые. И вот как раз сейчас можно увидеть, как проходит роспись по куполу. Салам алейкум. Вот орнаменты будут вот такие. Вот там вот видно. Они зеленые, красные, то есть они имеют разный цвет. Лейла, витражи тоже сними крупный план. Шадирван еще будет готовиться, это пока временный. Это что? Шадирван — это вот место омовения, где ты принимаешь абдес. У нас в этом месте находится труба подпора воздуха для дымоудаления, поэтому этот шадирван у нас не только будет использоваться как функционально для омовения, но еще и там у нас спрятано огромный приток воздуха для дымоудаления. Вот. Пока он прикрыт. Пойдемте к главному входу.
Здесь у нас Честно порталы. говоря, на Сулеймане очень похоже. Я когда вот, у меня даже такой кадр есть, где я захожу с фотоаппаратом, и прям вот очень похоже. Сулеймани это шедевр архитектуры. Там, конечно, Но вот до это же идеала. мемарские, да, вот эти кирпичики, стилизация под кирпичи вот эти красные. У Мемара Синана много такого, но хочу сказать, что вот, допустим, Альгамбру взять или взять арабские старые дворцы, это, в принципе, оттуда. Я не знаю, кто первый? курица или яйцо, да, то есть здесь тяжело сказать, но вот, вот именно в арках очень часто используется вот такая вот раскладка. Я Красный, думаю, что белый, раньше красный, это белый. делали арку кирпичами, Да? и она Да, да. органично была из красного, и такого, и Да. белого кирпича. Да. А дальше уже просто начали изображать, рисовать. Здесь такая раскладка, если вы посмотрите по этому админкорпусу, мы только что Да. смотрели, там арки, порталы, они тоже выполнены в таком ключе. Вот. Это у нас главный портал. Очень красивая роспись вообще, такая Она нежная. такая, да, утонченная. И входы в подвал, они будут выполнены тоже вот именно в Казалось таких бы, да, вот орнаментах. такая массивность, и хочется как будто бы и орнамент, чтобы был тоже такой какой-то объемный, Да. но очень нежно смотрится и как-то облегчает, что ли, конструкцию. И он весь разный, то есть если вы посмотрите, он не повторяется. Это не то, что цвета просто разные. Да. Орнаменталика разная. Орнаменталика разная. Так. Здесь у нас портал основной. Вот эти мукарнасы, можно их прям увидеть. Это у нас как сталактиты. Вот это, между прочим, называется кумсата. Кумсата это как песочные часы. Песочные часы. Раньше когда это делалось вручную, вот именно вот эти, вот этот ствол сам, он усаживался целиком и мог прокручиваться. То есть это по сути как на Тибете, ты мог вот эти вот штуки вот так крутить. То есть они раньше и крутились. И показатель был того, что если здание начинает давать усадку, то есть вот оно перестает крутиться, то есть и начинает То есть понимать. это что- инженерное решение, Да. в первую очередь. Да. То есть ее смотрели, И что делали, если я перестал крутиться? Начинали усилять, начинали смотреть, где пошла усадка и так далее. Вот это, между прочим, так забавно. Если на старых гравюрах посмотреть, можно увидеть, как много у нас называется тленчелер, да, то есть попрошайки. Не в обиду, конечно, будет сказано, но когда я узнал, как в Турции называется вот этот портал, Углубление, ниша. вот подумайте. Ну, на михраб похоже, Это, если может, честно. вырежешь потом, я не знаю, но это называется чингене михраба. То есть Здесь, не пускали? здесь дети стояли, просили типа милостыню. Ну, слушай, ну это же есть в практике? Почему это вырезать тогда? Не знаю, там, я не знаю. Если оно так называется. Но когда узнал, я, конечно, очень удивился. И А это потом есть вспомнил. там в Турции, да, тоже такие элементы? Я не обращал внимания. Да. Есть, да? Есть. Такое Видишь? вот везде есть. Я сделал это, потому что это у них делается. Вот опять-таки по поводу дверей. Вот это самая такая Очень сложная красиво. дверь. Здесь седев это перламутр. Это перламутр, слоновая кость и разные породы дерева. Вот это все инкрустация. Тоненькая инкрустация. Это прям можно увидеть. Это все вручную инкрустировалось. Как будто напечатанное, блин. Это Ничего себе инкрустация. работа. Это инкрустация. Конечно, вот эти элементы, они уже вручную, вот, кстати, они, видите, гуляют, вот они гуляют. Он должен сидеть в пазах с чуть-чуть с зазором. Это, конечно, все ЧПУшка уже делает, вот это вот вырезает. Но раньше это все вырезалось, конечно, все вручную. Вот это инкрустация. Вот это инкрустация. А вот это у тебя в проекте вот это все было спроектировано? Да. Или это потом по ходу доделывается? Нет, вот это я все вычерчивал. То есть, получается, Но- ты этот массив знаний сначала обработал, да? Да. Но я сначала брал у мастеров, делал симбиоз, вырисовывал, где-то что-то комбинировал, собирал. То есть, А кто оценивал культурную ценность? Все-таки ты же не культуролог. не знаю, я о таком не задумался. Ну, В все-таки плане- просто это же как бы тоже язык, условно говоря, да? То есть какой-то, может, порядок имеет смысл там или что-то в еще. этом плане.
Ну В да. этом плане с мастером обсуждали. То есть я, допустим, так же, как и по росписям, я не орнаменталист. Да, это же язык. Я не орнаменталист. Но мы собирали это тоже из раза. То есть мне предоставлялось какой-то какие-то варианты. Мы эти варианты между собой. То есть я говорил, давай попробуем это сюда. Это будет правильно или неправильно. Объясни, где должны быть какие хаттаты. Это арабская надпись. Здесь оно должно быть, здесь не должно быть. Как оно все между собой играет. Это, то есть, единая такая вот молитва, да, то есть это не просто отдельно. Точно так же и по орнаментам. Это тоже очень важно. Вот мы попадаем в такой распределительный холл в мечети. Гардероб, условно говоря, да? Это у нас не основной гардероб для обуви, у нас основной в подвале. Это для тех, кто уже приехал на мечеть с абдесом и просто заходит. То есть ему нет необходимости спускаться в подвал, он зашел, оставил свою обувь и напрямую... А в подвале прошел. можно обувь оставить? Да, там Там есть вход с подвала? Потом есть выход, вот мы видим слева-справа лестницы, мы видим лифт, который ведет от подвала до второго этажа. Но здесь уже босиком, да? То есть, ну, в носках. Да. Это все Здесь чистое уже- здесь. Да. И спуск в подвал аналогично босиком ты спускаешься. Там еще работы доделываются с ковром, Да, какие да. манипуляции. Орнаменталика, вот эти все орнаменты, это все ручная работа, краски. Такая достаточно интересные орнаменты. Здесь же можно, кстати, увидеть ставни старые, которые у нас раньше и в мечетях, вот в Евпаторийской мечети представлено. Вот. То есть вот такого плана. И большое расстояние там внутри. То есть точно так же, как и в наших дворцах. Это по такой же системе Кюндикари сделано. Тоже ручная работа все. Тоже ручная работа. То есть тоже так же собирается. Но орнамент попроще, конечно. Орнамент попроще. И здесь гипсовые элементы. Вот можно увидеть. Здесь я кипарисы наши так стилизовал. Да, Вот машалла. отсюда вот можно увидеть. То есть здесь справа-слева из гипса выполнены кипарисы из сусального золота. То есть это все золочение. Чтобы давало блеск, потому что такой блеск, как сусальное золото, не даст ничто, то есть Да. никакая краска не даст. Да, согласен. Вот. В А подвал вот пока... в окнах это гипс белый? Это гипс. Мы их наверху потом близко сможем Ага, посмотреть. Да. Давайте пройдем уже в мечеть. Здесь первое, что мы видим, это у нас потолок читакяри. Вот это выполняли мастера из Кайсери, вот те же, кто орнаменты делает. Чита — это по-турецки рейка, то есть речная система потолка. Эти орнаменты вырисовывались вручную мастером в Кайсери, вот, и покрывалось сусальным золотом. Ну, это очень красиво. Вот. Это самая большая такая Казалось, вот модель. знаешь, первая реакция как будто перегружена, а потом, когда начинаешь смотреть, ты понимаешь, что это прям очень круто сделано. Знаешь, за счет, почему говорю перегружено, потому что потолок низкий, Да, и я как объясню будто он потом. перегружен и давит, а потом Да. ты смотришь, начинаешь рассматривать, это сильно. очень. Потолок здесь должен был быть высокий, чуть повыше, но из-за того, что с инженерной точки зрения пришлось нагрузить очень много коммуникаций, Да. то есть потолок я заранее сделал очень высокий, но все равно здесь где-то метр минимум Ну, для кто строил дома, коммуникации. Это- знает, что натяжной потолок съедает высоту, то же самое здесь. Это тяжело. И вот мы попадаем уже непосредственно в саму мечеть. Слушай, ну это вообще, это очень красиво. Орнаменты по куполу мы собирали с орнаменталистом. Это тоже симбиоз. То есть он сам об этом говорит, что вот именно такого плана орнаменты, их нет, и он не видел нигде. То есть из-за того, что мы делали такой некий симбиоз разных стилей, вот, и тюльпаны, они такие очень нестандартные для орнаменталики. И цветовое решение, в принципе, вот по большому куполу это вот видно. Я боялся, что достаточно загружено будет, но в принципе оно
такое можно и рассмотреть в то же время орнамент. Я, Тоже знаешь, парящий такой. я как, ну, тоже с дизайном тоже немножко, как говорится, играюсь. Мгм. И я вот увидел Тарахтамгу нашу, и Да-да-да. почему-то представил, что было бы круто, если бы вот так вот по кругу шли бы много разных тамги, то есть А вот разных. много разных тамги чуть ниже на вот этих сводах. Не вижу. Вот, вот треугольный такой свод есть? Так. Видишь? Вот треугольный свод вот тут, сбоку, между арками. Да. И вот по периметру синий тарахтамга. А, ну это Тарахтамга, это та же тамга. А я имею в виду тамга яшлавских, барынских, английских. В этом понял. у нас просто их много. Да. Ну это чисто так, знаешь, Да. сразу. Вот. Здесь тамга, в принципе, пересекается во многих еще местах. Можно будет ее увидеть. Да. Михраб вот буквально недавно закончили с плитками и так далее. Покрыли сусальным золотом. Вот когда свет попадает, вот очень, очень хорошо видно, как играет Слушай, золото. так Да. необычно соты работают вообще. Да. Ну, они как будто, знаешь, как будто бы они разбивают вот эту вот перегруженность цветочного орнамента, вот эти соты, и акцентируют на себе вот это внимание. Да. И вот этот темный цвет, он тоже очень Я интересно хотел работает. выделить михрабную зону, чтобы вот, то есть ее Ну, более у тебя выделить. получилось. Пришлось, да, сделать вот такое вот ограничение, потому что она с остальным фоном, вот если бы белая оставалась, она бы немножко сливалась. Да, я А же так говорю, как бы акцент сместили вот в эту часть. это интересно. А чье это концептуальное решение? Я такие вещи видел в дворцах Топкапы, Мгм. но только не на михрабе. И я еще увидел такую вещь в одной еще мечети. То есть это, в принципе, не что-то новое. Мгм. Но это не характерное, не часто. Не характерно, да. То есть такие вещи не всегда применяют. Но мне очень понравился прием, когда вот именно вот так вот выделяют михраб. Такой прием, если не ошибаюсь, и в Чамалдже есть, и в мечети Левен Джами вот сейчас новую построили в новой части Стамбула. Вот там примерно такие подобные варианты. И вообще, в принципе, соты, плитка из сот, она очень распространена и в Это арабских понятно. странах и так далее. Я имею в виду, понимаешь, насколько она работает с эгридалом, но условным, с растительным орнаментом, понимаешь? Да. Насколько она выделяется на этом фоне. Потому Да. что если, допустим, здесь михраб бы расписали бы как в хана Узбека, где там он перегруженный и по цветам, и по вот этим, то, казалось бы, все это сливалось в одно целое, понимаешь? Да. А тут реально вот заходя, и, во-первых, темный цвет, и соты. Давай ближе рассмотрим. Это очень интересное концептуальное решение. По ковру вот вы можете увидеть как раз-таки крымско-татарский орнамент вот по вот этой Ну, это большой эгридал. части. Да. И тюльпаны. Такие стилизованные маленькие тюльпаны. В основном это ручная работа, весь михраб. То есть полностью и песочные часы, и мукарнасы, вот эти вот все элементы, они полностью выполнялись вручную. Вот это все тоже сусалилось. Ну, здесь, в принципе, даже видно, как оно все выбивалось. То есть оно такое немножко небрежное, но в то же время это Ну, в придает- небрежности есть красота. Да. Когда не идеально ровные, знаешь. А что значит этот символ? Ой, это вот орнаменталиста лучше спросить. Это, знаешь, Тяжело будет сказать сейчас именно, что значит. это интересно, конечно. Ну, это, наверное, не солярный знак, наверное, все-таки. Ну, это смотрится очень интересно. Ну, на второй этаж. Михраб. Да, давайте пройдем на второй этаж. Здесь, в принципе, А вот расскажи вот про это. это называется Муэдзин Махфиль. Муэдзин Махфиль, Муэдзинлик, то есть туда поднимается Муэдзин. Вообще такие большие постаменты, вот как Муэдзин Махфиль, ставятся только в соборных мечетях, то есть каких-то квартальных, там, городских и так далее, оно не ставится. Это присуще только большим. Шести мечетей, главным. шести этим, да? Минаретным. Кстати, хотелось бы сказать, что минаретные вот в основном только в Стамбуле и в Мекке, по-моему, даже в Мекке там, по-моему, 7 или И не 8. зависит от количества? Зависит.
то есть соборность мечети зависит, но соборная вообще это как бы, то есть главное, основные 4 минарета. 6 это уже, если честно, то, что вот было в Стамбуле, это вот голубая мечеть, по-моему, была первая шестиминаретная, это исключение из правил, а так в основном использовали 4 минарета. И, между прочим, вот количество балконов на минарете это тоже показатель значимости мечети по городу или там по стране и так далее. То есть если там 3 балкона это самая главная мечеть, 2 это там главная там городская мечеть, 1 это какая-то квартальная. И точно так же количество минаретов. То есть это по сути значимость. Еще вот про это Муэдзин Махфиле во время проповедей, во время главных там байрамов, Ораза байрам, Курбан байрам, вот отсюда ведется проповедь. Вот в основном отсюда ведется. Потом идет на мимбер, там, то есть вот сюда у нас в основном поднимается главный имам. Я побывал в Айя-Софии на байрам большой, и для меня было очень удивительно увидеть, что на Муэдзин Махфиль в Айя-Софии имаму вынесли, я не знаю, что это чисто, вот там я такое видел, больше нигде не видел, вынесли кылыч, по-моему, это меч Фатиха был, то есть ему вынесли меч, и почему это произошло, тоже не понял, ему вынесли белого кота. То есть какой-то вот есть свои какие-то присущие именно к этой мечети. Кот кардинала, случайно? Не знаю, белый-белый, белоснежный кот. То есть ему вынесли, вот, там от дуа-ухода, после этого кота убрали. И точно так же, как кылыч убрали, меч вот это тоже убрали. Вот. Интересно. Да, вот такой... Обычно в исламе с такими символами осторожничают. Да. Расскажи про это. Здесь, наверное, больше надо спрашивать у людей, понимающих, да, у имамов, но насколько я знаю, что поднимаясь на каждую из ступень, он читает определенный аят суры из Корана. То есть здесь есть определенные ритуальные тонкости, которые я не все знаю. То есть, Ну, я имею в виду про работу саму. это тоже все ручная работа. Это все ручная работа. Из мрамора полностью выпиливалось, собиралось по частям. Вот. На самом деле, то, что у нас вот многие вещи сделаны в мраморе вручную, это, как мне кажется, огромный плюс. Вот. То есть нет вот этой машинной обработки. Машинная обработка там кое-где присутствует, но ее не так много. Вот. Давайте пройдемте еще по кругу, там кое-что расскажу. Вот у нас главные 4 колонны, которые называются филя-яга, как нога слона, да, или как ее назвать правильно. Опять-таки вот есть у нас мукарнасы. Мукарнасы работают вообще в зданиях мечети, вот эти вот соты, как глушитель звука, чтобы звук не плавал, да, то есть он чтобы не летал, там эхо не было. Они пустотные. Во многих еще местах есть небольшие отверстия, чтобы звук не создавал такого вот эффекта эха. Вот. Опоры на вот эти вот 4 больших колонны, это у нас вот ведут арки. Между арками это называется свод, панлантив, официальное название у него такое, это латынь, это латынское название. Вот. И уже на барабан садится сам непосредственно большой купол. По витражам хотелось бы сказать, что когда в таких больших мечетях выполняются витражи, они делаются от самого загруженного до более простого. То есть вот если вы посмотрите на 2-м этаже, витражи, вот допустим, вот тот витраж. То есть от низа к верху упрощение идет. Упрощение, чтобы ты мог воспринимать, находясь на отметке 0, то, что происходит наверху, чтобы в верхний орнамент не сливался. То есть ты можешь его загрузить чем-то прям нереально сложным, и он потеряется в общей массе. Надо, чтобы, в принципе, очень многие орнаменты читались. Куда бы ты ни глянул, допустим, мечеть, это такие тонкости, которые важны на самом деле. А ширина колонны вот это какая?
Довольно-таки массивная, да? Они массивные, но они пустотные. Они пустотные. Они пустотные. И второе, хотелось бы сказать, что вот это навесной фасад, а под ним уже бетонная Ну, я понял, что это непосредственно сама облицовка. колонна. Да. Здесь ширина, сколько было, по-моему, 4,5 метра, что ли, вот так вот, если, по-моему, посмотреть. Диаметр, да? А сама толщина колонны, она у нас была в районе там 50 сантиметров. Внутренняя часть, по-моему, пустотная была. Угу. Не везде пустотная, она ригелями перекрывается, вот, но пустотная. Угу. Вот эта штука, вот эта арка, у нее есть название, вот именно такой стиль арки Бурса Кемера, потому что впервые такую вот арку использовали в Бурсе, и это перекочевало, в принципе, потом на другие мечети. Очень, в принципе, мне понравилось вот такое решение, я подсмотрел, тут есть инкрустация красного мрамора, вот. Вот эта вся резьба, она выполнялась уже на ЧПУ, именно вот эта вот резьба. Вот. Вот эти розетки по потолку, у них название официальное Эдирне-Кяри. То есть, видимо, связано с городом Эдирне, где впервые начали применять вот такого плана розетки. В чем особенность? Форма или орнамент? Что? Форма, ну то есть вот центральная розетка, потолочная центральная розетка. Она объемная, есть элементы объемные, то есть вот золоченые элементы заливаются специальным раствором гипса с клеющим материалом, там есть какие-то свои тонкости. Вот. Оно заполняет этот орнамент таким вот выпуклой частью, и потом непосредственно уже этот гипс покрывается сусалицей, золотом. Вот, и на свету он начинает как бы играть. Такие розетки, похожие розетки есть в ханском дворце в Бахчисарае. В частности, ханская ложа. Если ты поднимаешься на ханское ложе, там прям очень хорошо сохранились потолочные розетки. Ну, вот этот красный потолок тоже очень похож там. Ну, то есть Да. вообще, в принципе, он напоминает ханский дворец. Да. В принципе, там и красный потолок, и орнаменталика, то есть там много вот таких. Вот эти ставни, они вот прям похожие. То есть я когда смотрел в Хан-Сарае, то есть вот это геометрический орнамент, он прям очень похож. Мне геометрия очень нравится. И, Раньше честно говоря, они- даже если она проще, но она смотрится, мне кажется, очень так, знаешь, интересно. Раньше вот в этих пространствах, допустим, дети, которые приходили учить Коран, они садились, то есть стелили коврик, Ну, свет лучше. потому что свет, естественно, попадает, Коранлык, вот, устанавливали Коран и читали им именно непосредственно вот в этих пространствах. В Занджила медресе и вообще, в принципе, медресе Лерде, там тоже, по-моему, есть вот такие ставни. Я не помню, она широкая или нет, но я знаю, что во многих мечетях вот именно вот эти пространства использовались для изучения Корана. Вот. Так, давайте на второй этаж поднимемся, Да, там да. еще лучше видно Да. вот эти вот декоративные элементы. А получается, вот этот ковер, он тоже на заказ сделался, раз здесь орнамент? Да. Хочу сказать, что вот именно вот этот орнамент я подсмотрел с крымско-татарской фески. Вот это крымско-татарская феска, вот, которая золотом вышита. Ну, это и Игридал. Там не Да. то, что это феска, он везде есть. Да. А тюльпан, ну он стилизованный тюльпан. Тюльпан, Вот да. это ковер изготавливался на фабрике в городе Маниса. Маниса славится своими коврами, там фабрик по ковру очень-очень много. Вот. Я когда узнал, что можно на ковер использовать любой орнамент, я, конечно же, не отказался в возможности сделать индивидуальный рисунок. Кстати, вот здесь по пылесосу насчет ковра очень многие когда спрашивают, то есть используется система единая, вот, подключается трубка, Мгм. вот, и ты можешь полностью любую точку пропылесосить вот, данной А что за поверхности. трубка это? Это не классический пылесос? Это не классический пылесос, сама установка находится в подвале с системой очистки и так далее. Ты просто подходишь, устанавливаешь сюда непосредственно сам вот этот вот шланг пылесоса и пылесосишь. То есть такая я понял. автономная система.
Вот смотри, вот ты говоришь про этот орнамент, да, и у меня вот такой вопрос закономерный, да, вот у меня в голове возник. Вот ты предлагаешь, вот ты говоришь, вот на коврах будем вот такой орнамент Мгм. использовать. Но зная, что такое орнамент это язык. Мгм. То есть получается, что ты предлагаешь использовать определенный язык. То есть, ну, надо же, ну, то есть ни у кого не возникло вопросов, а что значит этот орнамент, что он в себе несет, то есть вот такие моменты. Чисто практически. Да, я понимаю, с таким, конечно, сложно сталкиваться, потому что в плане познания орнамента там и того, что он значит, насколько я знаю, когда я с Мамутара Чулу разговаривал, да, там есть очень-очень много трактовок, там начало женское, начало мужское, там и так далее. То есть я помню то, что он тогда нас учил, но здесь, насколько мне известно, то есть я помню, что я, по-моему, ни с кем тогда не советовался именно непосредственно по этому орнаменту, Мгм. потому что он не соединен с чем-то другим. То есть здесь нет Автономно. какой-то такой вот симбиоза, где можно было бы сказать, что этот с тем не вяжется. Да, я понял. Так, Вот. двигаем тогда на второй этаж. Теплые полы отключили, вообще здесь везде отопление Ну, я надеюсь, что теплого технологии пола. дошли Да, до да. лечить. А то действительно в старый заходишь, там ноги отваливаются зимой. Здесь очень комфортно, когда включили, я помню, было очень-очень приятно находиться. Это мрамор? Это камень лимратаж, это такой мраморовидный известняк. Не тот, который используется на фасадах. На фасадах у нас используется более плотный, более такой качественный. Вот этот камень, он более пористый, то есть он используется непосредственно в интерьерной отделке. То есть он воду не очень любит. Мгм. На фасаде у нас больше камень похож под мрамор. Потолочные элементы все ручной работы, это гипс по индивидуальным рисункам вместе с мастерами по гипсу из Турции мы это все прорисовывали. Это все потом монтировалось, заливалось, прямо непосредственно здесь изготавливалось. Точно так же по витражам в Стамбуле делались витражи. Все по мокрому гипсу готовится, то есть делается сначала опалубочный материал, заливается гипс. Во всех толстых элементах устанавливается армирование, то есть это все армируется. И, в принципе, сам гипс, он сам армирован специальными добавками, которые не позволяют ему трескаться. Вот эти все отверстия уже по месту делаются по мокрому гипсу. Все стеклышки тоже заливаются на фабрике, это не покупная позиция, чтобы можно Это не было... пленка. Да, это не пленка. Чтобы можно было вот стекло легко откусывать, чтобы оно не сыпалось полностью, понимаю. да, чтобы ты мог его посадить. Ну это ж типа как, ну это не Тиффани, да, стиль? Не, То здесь пайки нету, здесь вообще получается... другая, да, вообще. Мгм. Тут система, в принципе, вот данных витражей, она другая. Сзади еще между стеклышками, это уже по старинке выполняется, замазывают воском, чтобы стекло между собой не побилось, то есть чтобы Да. как такой деформационный шов создается. Под всеми стенами, то есть то, что вы видите, у нас огромное количество коммуникаций, здесь живого места в принципе нет из-за воздуховодов, электрики, вентиляции, дымоудаления, пожарки. Сейчас есть жесткие нормы, очень серьезные нормы. Ну, слушай, огромное количество людей в одном месте. Естественно, должно быть Да, все жестко. да. Вот тут даже вот можно увидеть, это все еще будет чиститься, оно сейчас не почищено. Вот такие лючки ревизионные, да, и вот таких лючков, их в принципе вот везде очень много, и по первому этажу пожарные щитки и так далее. Вот. Здесь вот можно увидеть очень хорошо укарнасы эти, гипсовые, пустотные. А расскажи про люстры немножко. Откуда они, что они, Люстры, как смотрите, выбирались? хочу сразу сказать, что вот именно люстры, они не индивидуального изготовления. Люстры, к сожалению, подбирались по каталогу. То есть есть определенные фабрики, то есть ты открываешь, ищешь и говоришь, что
собираешь, так сказать, вот эту коллекцию. То есть по люстрам ничего сверх такого уникального мы не сделали. То есть Ну, это мы делается установили. для экономии же просто, потому что вручную, наверное, никто не делает таких больших размеров или делают? Делают. Просто это же огромных Но денег стоит. эти люстры, которые выполняются вручную из каких-то стеклянных там вставок индивидуальных или там по какому-то твоему эскизу, они стоят, мне кажется, каких-то. Желтый тюльпан основной элемент орнамента, который у нас в принципе пересекается, и от фасадов их можно увидеть. Ковер, мраморные Ну, изделия. золотой тюльпан, да, ты имеешь в Такой виду? желтый золотой А. тюльпан, да, вот. И в принципе ключевым орнаментом по всем купольным и витражным частям это у нас желтый тюльпан. Это такая была отсылка к Нуману Челебиджихану. У него есть стих «Сары ляле». То есть это больше такая дань уважения. Слушай, ну здесь получается много концептуальных решений от тебя, правильно? Не просто как архитектор, который построил здание, а как Да, именно, да. ну это же Да. немножко другие, да, вещи? Да. То есть мы когда сидели, думали, то есть я хотел какую-то идею кинуть орнаменталистам, как это все между собой объединить и так далее. И учитывая, что у нас есть такой национальный лидер, зная, какое у него есть произведение, я думал, что вот именно данный цветок был бы очень таким символизмом, да, то есть являлся вот именно в этой мечети в плане возрождения. Вот. И в принципе тюльпан для Крыма это не Ну это такой общетюркский, общетюркский знак. общетюркский и в принципе очень-очень знаковый цветок. Ну вот по этим витражам, это же все-таки, это же из, по сути, соборов из этой культуры. То есть раньше изначально мечети, они же не делались так вот, не украшались таким витражным стеклом разноцветным. Или все-таки была такая практика? Украшались, да? Украшались. То есть это новшество, в принципе, Да. не заимствованное, да? Нет. По старым мечетям, даже не берем наши ханские мечети, Да. которые в Бахчисарае, старые гравюры, там вот такие витражи везде. Мгм. Имеется в виду Феодосия. Вот очень большое количество витражей Феодосии было. Феодосия, мне кажется, она очень Стамбул напоминает. Да. Он не зря же Кичик Стамбул назывался. Да, старые мечети были очень красивые. То же самое, между прочим, такие витражи могли себе позволить и очень состоятельные Домой себе, да? люди. В Бахчисарае есть старые фотографии домов, где вот эти витражи, в принципе, представлены. Они не такие загруженные, они чуть более простые, но тем не менее там орнаменталика есть, и это был показатель статусности дома. По-моему, на Исмихан Джами тоже такие же были. Это Который разрушается, который возле разрушается. Мустафа Джами и рядом Исмихан. Там просто, по-моему, остались Там пустоты остались. пустоты. Старых фотографий, к сожалению, я не видел. Но там, мне что кажется, было. именно было вот это вот, Вполне что возможно. витраж там был. Вот здесь вентиляционные камеры. То есть к ним нужен доступ, но это не для людей, да? К ним нужен мало того, что доступ, к ним должно быть подпор воздуха. То есть вот это все перфорированная штука. Здесь или должна слушай, была быть... Я присмотрелся и увидел, что она прозрачная. Здесь или должна... Но это все будет еще чиститься, вот это заменится. Вот здесь должна была быть огромное вент-отверстие. Я всячески попытался сделать, чтобы мне не сделали это отверстие. То есть сказал, давайте я найду какое-то решение такое, чтобы этого не было видно. Ну да, Мы портило бы. придумали, вот такие вот фальш-двери декоративные. Вот это сопла турбированные для кондиционирования, то есть это сопла специально создает завихрение таким вот образом, чтобы даже в центре зала человек не чувствовал жара, да, то есть чтобы Интересно. не охлаждало только какие-то зоны, а охлаждало полностью все здание. А где в Джами такие сейчас есть решения? Есть? Нигде. В Чамлыджи есть? Здесь у нас нет. В Чамлыджи нету? В Чамлыджа есть. В новых мечетях в Турции, в принципе, везде Я вот такое. их не видел, не обратил внимания. Они есть, знаешь где? Их сделали потом, и мне это достаточно не понравилось. Вот эти вот филяра, 4 колонны да. большие, они, видимо, забыли, с подвала выпустили их, и там колонна такая широкая, а потом раз тоньше, и вот именно в нижней колонне вот такие сопла везде понатыканы. По люстре
Если не ошибаюсь, вот эти вот лампады раньше использовались чисто для свечей, то есть это как свечка была, да. Сейчас, конечно, туда устанавливается лампочка, называется, если не ошибаюсь, кандиль, то есть вот эта вот именно непосредственно штука. Все это сейчас изготавливается, конечно, на фабриках. Раньше каждая лампа, каждый вот этот элемент заливался, выдувался из стекла. Вот. Здесь применен чисто такой вот османский стиль в люстрах. Вот. Ну, такой характерный, да, стиль? Да. Второй этаж у нас весь в мраморе, то есть предусматривается, что на втором этаже у нас будет в районе 800 человек помещаться. Также на колоннах видны орнаменты гипсовые, то есть там тоже есть тарах-тамга, орнаменталика по большим колоннам. А где я не вижу? Вот этот пояс, Да. и по нему Все, тоже идет увидел. тарах-тамга. Она у меня слилась, как будто вот это вот, как греческая геометрия же есть. Да, вот да. такая. Вот. Ну, потом, когда рассматриваешь, то уже видишь, да. Тоже Ну, интересное решение, что ты его как замок сделал, как зип. Да, то есть он Я как такого решения не он видел, как косичка не помню. переходит. Под деревянным аятом, хаттатом, вот этим из Корана, это тоже ехало из города Конья. Орнаменталисты наши и ребята детально над ними поработали, то есть сусалилось это все золотом. Вот такие вот элементы можно увидеть в каждой мечети, то есть большие, круглые там. Хочется сказать о том, что все арабские аяты и так далее, то есть это все очень тяжело, это тонкость такая своеобразная, которую архитектор всего может не знать, вот, но те люди, которые непосредственно этим занимаются, мы потом собирали это все в единую молитву, то есть то, что видно по большому куполу, то, что видно по поясу, то есть огромный пояс, то, что видно на полукуполах. То есть это все не разные истории. Это все одно перетекающее в другое. Это такая единая картина получается в аятах. 2600 человек по экспертизе у нас здесь может находиться, и плюс 800 человек, которые у нас могут принимать намаз именно во дворике мечети. Вот. Также у нас есть подвал, полностью весь подвал у нас поделен между мужской и женской частью. Подвальное здание у нас создано еще для технических помещений, там вент-камеры огромные. Вот. Перед тем, как мы заходим в джами, мы спускаемся в подвал, то есть будет мужская отдельно женская часть, гардероб. Первое, что мы увидим, это гардероб для верхней одежды. То есть мы снимаем верхнюю одежду, проходим в следующее помещение. Это у нас будет обувная комната, где мы оставляем свою обувь и уже проходим в непосредственно сам абдесхане. Абдесхане, также у нас там есть санузлы. И после того, как мы вышли с абдесхане, мы или по лифту, или по лестнице мы поднимаемся на второй этаж. Также у нас решены проблемы для маломобильных групп населения, то есть с внутренней части есть подъем на пандус. Также можно с мечети спуститься вниз, есть санузлы для инвалидов и абдесхане для инвалидов, которые сейчас еще доделывается. Вот. Точно так же, в принципе, вся территория у нас решена с учетом доступа маломобильных слоев населения. И админ-корпус, и гостевой корпус, и непосредственно сама мечеть. Вот. Ну, как Чамлыджи, да, вот это подвальное помещение?
Ну, там Ну, туалет, огромное, конечно, да, то есть там огромное, у нас намного меньше. Еще хотелось бы сказать, что у нас здесь под всем зданием скала, и когда работы выполнялись по фундаменту, очень тяжело было скапывать Углубляться. котлован. Пригоняли спецтехнику, которая очень долго работала. То есть, по сути, бетон настолько многослойный и здесь вот под всей территорией находится, что там буквально пару там метр-полтора прокопали, и такое ощущение, как будто вот залитый бетон был. То есть и вот этот вот почти залитый бетон пришлось выкапывать. Поэтому делать, как мне кто-то говорил, почему вы не сделали паркинг под подземный паркинг, это было бы практически нереально, потому что скала, и со скалой было очень тяжело. А где есть подземный паркинг в мечетях? Есть? В современных мечетях там подземные паркинги есть. В Московской мечети, к примеру, подземный паркинг. В Чамлыджа подземный паркинг, причем подземный паркинг на несколько уровней, там 3-4 уровня. Видишь, я этого не знаю. Мы же приехали так, на такси, пешком. Я его тоже не видел, но я по чертежам смотрел, что там просто многоуровневый паркинг. У нас здесь такого не получилось. Слушай, ну это же и хорошо, что он на скале стоит. То есть надежно же будет стоять? Да. Грунт не плывет, У нас никуда не идет. полностью весь фундамент мечети — это фундаментная плита. То есть и вот эта фундаментная плита очень плотно сидит на этой скале. Поэтому, смотрите, строили так, чтобы оно реально на века было. И по качеству бетона тоже, в принципе, есть уверенность, потому что конструктора учитывали и рассчитывали абсолютно каждый нюанс, где-то даже с запасом брали, потому что здания такого класса здания должны эксплуатироваться там больше 100 лет. То есть с этим учетом делалось. Ты сказал больше 100 лет, я сразу о Софии вспомнил. Про вот этот парк, вот эту вот парковую зону тоже немножко расскажи. Это у нас даже не парковая зона будет, это будет такая некая аллея, посмотрите, которая будет завершаться. Вот ту всю часть мы еще сделаем плющом, который стену полностью зеленью закроет. И в самом центре, вот по аллее, центральным местом композиции у нас будет фонтан слез. То есть такая фотозона, по идее, должна быть. Ну, вот. Действующий рабочий фонтан слез. Да, ну который циркулирует по кругу. Там же, по сути, только капельки должны система, быть. Да? То есть он не будет прям так. Зелень тоже вся разрастется. Посмотрите. Тут еще вот альпинисты работают по минаретам. Здесь, в общем, еще доделываются кое-какие вещи. Тоже вот спуски в подвал еще доделываются. Это вот туда будут люди приходить, да? Это пешком? музей. У нас кстати, под зданием мечети будет музей. Именно под молельной частью. Под внутренним двориком у нас гардеробы, санузлы, абдесхане и так далее, и так далее, и так далее. Хотелось бы сказать, что вот именно по канонам, именно под зоной, где проходит намаз, нельзя проводить канализационные трубы, нельзя проводить вот эти стоки, нечистоты и делать там туалеты. И вот от той зоны мы это все перенесли вот в эту часть дворика, в подвале имеется в виду. То есть разграничили. Музей, ты говоришь, музей? Музей исламского, исламский музей, то есть там книги. Но к Крыму привязано или в общем? Будет это к Крыму привязано. Выставки, то есть люди, которые захотят сделать какие-то презентации, выставки, это тоже будет такое вот общественное место, общественная зона, где пространство, где можно будет Скажи, как вот логика будет? Вот люди приезжают, поставили машину на парковку, да. заходят в подвал. Вот этот момент расскажи, как все будет циркулировать, люди как будут ходить. По паркингу заезд будет, основной заезд со стороны, вот как мы едем с Ялты, и заезд возле вот этого жилого массива. То есть мы будем полностью опоясывать вокруг мечети и парковаться на парковочной зоне. Та часть, которая вот близка к парковке, это будет выезд у нас. Не заезд, а выезд. После этого мы попадаем в контрольно-пропускной пункт. Если у нас там есть вещи, их все равно должны как бы посмотреть, там сумка и так далее. После этого мы проходим
спускаемся, допустим, если у нас нет обреза, мы спускаемся, там будет написано мужская и женская часть, мы спускаемся в обрезхане в подвал. В подвале снимаем верхнюю одежду, обувь, принимаем обрез и по лифту, либо же по лестнице поднимаемся. И точно так же на обратном пути. То есть точно так же поднимаемся, уже через обрезхане выходим на улицу из гардероба. А мечеть будет все время открыта? Может там просто человек прийти и Мечеть сделать будет намаз? всегда открыта. Мгм. Мечеть будет всегда открыта. Но по нормам нам надо будет в любом случае проходить через контрольно-пропускной пункт. Это будет, с одной стороны, и защищать от вандалов и так далее, и так Не, это далее, и так понятно, далее. это Да, понятно. то есть в административное здание можно будет попадать, опять-таки, через контрольно-пропускной пункт. Там будет кнопка вызова, вы открываете дверь, заходите, то есть в административном корпусе будут проводиться различные конференции, работы с гражданами, там, вопросы по обучению, там, переквалификации и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мы можем вот с этой стороны пройти, задней части, и подойти к гостевому корпусу. Это все по фасаду, навесной фасад, вентилируемый. Камень у нас аэрокрем, мраморовидный известняк. Очень плотный, хороший. Он нам понравился больше, чем мрамор для облицовки фасадов. Такой же и на мечети, между прочим. Потому что имеет такой очень теплый, не холодный оттенок. Такой приятный, теплый оттенок. Ну и как будто бы уже старый. И как будто бы, да, такое вот легкое, как будто Нет такой состаренности. новизны такой. Да, да, да. Вот, допустим, на мечети, если глянуть, там такой же камень применялся. Аэрокрем. Если выполнять ее в мраморе, мрамор очень холодный. Ну То да. есть он дает такой вот холодный... А медресе, здание медресе вот, рядом в Бахчисарае, двухэтажное, вот это, оно не из мрамора случайно? Или это похожее что-то? Я не знаю, какой Да? там. Ну, по виду похоже. Я не знаю, вполне возможно. Вполне возможно. Так, это гостевой, да? Это гостевой корпус. Это мы сейчас сзади попали административного корпуса. Вот. Гостиница на 15 номеров. Номера стандарт. Вот. Это для людей, которые приезжают из разных делегаций, допустим. Это приезжает на обучение из разных регионов Крыма. Также для людей, которые, допустим, будут обучаться долгое время. То есть здесь, в принципе, на первом этаже у некоторых номеров есть своя кухонька небольшая, где ты можешь, допустим, здесь находиться. Вот. Здание решено в таком южнобережном стиле, такой неоромантизм, где представлены и восточные элементы, и представлена типичная ялтинская южнобережная архитектура, да, то есть позднего периода. И вот эта рустовка, некоторые балкончики я посмотрел. Раньше возле Ливадийского дворца был очень-очень красивый дворец, малый Ливадийский дворец назывался, вот, который в 45-м году или 44-м году, сейчас не вспомню, во время войны он был немцами разбомблен. То есть от него ничего, к сожалению, ничего не осталось. Вот. Но архитектура у него была очень-очень интересная, такая вот смесь крымско-татарского стиля с таким вот уже поздним периодом южнобережной архитектуры. И вот здесь была такая вот некая отсылка к каким-то вот элементам. Это подпорные кронштейны деревянные, это балконные арки и балконные элементы, это окна разного типа, то есть это и прямоугольные, Там это и три вида стрельчатые, окон, да, это и стрельчатые. А почему такое решение? Чтобы не делать, то есть вот то большое окно, оно завершающее окно, оно вот своим вот этим вот пиком как будто бы замыкает, то есть показывает на то, что это уже конечный этаж. Нижние, то есть это такая вот, ну, то есть
раскреповка, да, как называется. Точно так же и в админ-корпусе тоже такие вот элементы есть. Только там у нас более лаконичные вещи. То есть здесь мы стрельчатыми арками подчеркнули лестничные клетки, кое-где балконы, а остальное осталось вот достаточно прямоугольное такое. Вот. А здесь может остановиться обычный человек, который прилетел? Я думаю, в будущем можно будет, да. То есть такие планы есть. Такие планы есть. Чтобы это была и такая туристическая тоже зона. Не, ну это нормально, люди прилетают, почему Да. бы нет? Допустим, у тебя сиденье из Симферополя, раз остановился здесь, рядом Джами. С балкона очень-очень такая живописная перспектива открывается. Кусочек, получается, админ-корпуса и вдали здание мечети. И такой вот эффект создается, как будто ты где-то не в Симферополе, да, а как будто переместился куда-нибудь в Турцию. Вот. То есть очень, очень хорошие виды оттуда. И на водохранилище. С вот тех балконов очень хороший вид на водохранилище. Вот. Здесь еще работы идут. По подвалу доделываются кое-какие вещи. По зданию админ-корпуса где-то на 90% уже закончили работу отделочную. Ориентировочно, когда будет открытие? Есть какое-то понимание? Это все-таки вопрос не ко мне. Это вопрос не ко мне. Это очень такой специфический вопрос. Но большие надежды на то, что в скором времени оно уже откроется, потому что большая часть, там, львиная доля уже сделана, уже даже по админ-корпусу меблировка, то есть в помещениях проходит. Похожие алемы, между прочим, вот Занджерло-Медресе и напротив новый Занджерло-Медресе, который Исмаил Гаспринский построил. Не все знают, что над главным входом у этого Занджерло-Медресе были вот такие вот два шпиля в виде алемов. То есть и это отсылка опять-таки вот к тому зданию. Ну, оно было вообще не так, конечно, то есть там просто на кровле выступали два алема. В этом здании я вытащил центральную часть, обыграл ее совсем по-другому, и вот такие вот два огромных медных алема заказывали уже по индивидуальным чертежам. Класс. Все, да? Ну и в завершение скажи, пожалуйста, вот сколько времени вообще ушло на строительство, если, допустим, в этом году будет официальное открытие с учетом 2024 года? Ну, можем сказать про этот объем выполненных работ по времени имеется? Ну, смотри, вот именно со стройки, если начиная, заливали бетон, первый залитый бетон был как раз таки в административном корпусе, и он заливался, если я не ошибаюсь, где-то середина 2016 года была. То есть это вот первый бетон заливался. То есть в лучшем случае это 8 лет на стройку? Да. Непосредственно стройка? Полностью вся стройка, она, конечно, приостанавливалась несколько раз из-за многих нюансов, из-за и финансирования, и прочие дела, конечно. Вот. Но это вот 8 лет, да, 8 лет. Здание уже прошло повторную экспертизу с корректировкой проекта. Поэтому взято на баланс уже. Поэтому в скором времени, я думаю, что открытие уже произойдет. Ну, взято на баланс, значит, приняты все проверки, все прошло. Да. А скажи, есть ли у тебя в планах новые мечети? Косметики, конечно, есть. То есть, если будут интересные заказы, если будут, допустим, у нас в Крыму что-то интересное, то с удовольствием. Но тебя И этот только в труд не Крыму. Не вымотал тебя этот труд тяжелый? Оно немножко уже смазалось, наверное, в плане глаз привык к этому объекту. Но в любом случае какой-то отдых после такого должен быть. Там, на пару месяцев, 100%. Надо будет, ну серьезно, потому что надо будет немножко обнулиться. Обнулиться надо будет.